Горы мусора и ужасный запах. С этим не первый день сталкиваются жители одного из деревянных домов на улице Лермонтова в Якутске. Управляющая компания не вывозит мусор с территории, при этом жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги. Сарглана Федорова продолжит. Во дворе многоквартирного деревянного дома по улице Лермонтова царила страшная, но, к сожалению, привычная для окраин Якутска картина. Старая заброшенная санитарная точка представляла собой кривую мусорную коробу. Банки, бутылки, остатки еды. Летом все это изобилие будет гнить и пахнуть, а дом расположен в центре города, рядом со стадионом, где летом пройдут международные спортивные игры «Дети Азии». Управляющая компания «Теплоэнергия» исправно взимает с жильцов квартплату, но не предоставляет услуги в полном объеме. Об откачке фекальных вод благополучно забывает. Нечистоты текут ручьями в дом. А по словам жительницы, последний косметический ремонт дома делали в 1978 году. Так, я живу здесь с 1973 года. Раньше чисто было на участке все, сейчас вообще не делать ни косметического ремонта, ничего. Мы по колено в воде весной, вся эта помойка весной будет у нас. Да, в квартирах и это везде. Между тем жильцы платят за уборку, которая не проводится. Лампочки в подъезде отсутствуют, поэтому передвижение становится весьма опасным делом, особенно в темное время суток. Лампы вот эти. Они же нам возвращают. Копите, говорит, лампы. А где же я в такой тесноте буду еще горелые лампы по всему коридору собирать? Электропроводка в аварийном состоянии. Искрится так, что может вспухнуть в любой момент. Стены в доме старые, поэтому проводка во внешних рукавах проложена ненадежно. Весной и летом фекальная вода поднимается на полметра и заливает подъезд. Ходить невозможно, и запах стоит невыносимый. Поэтому мамы с маленькими детьми вынуждены использовать пожарную лестницу с риском для здоровья и жизни, так как она без перил и со сломанными ступеньками. А вот эта выгребная яма, она с ноября месяца полная. Вот это сейчас она начнет таять, запах чувствуете, да? Дети Азии будут у нас. Тут буквально полквартала до стадиона. И это вонь, грязь, фекалии, зараза будет вот в центре города. Мухи. Это в центре города. Жители много раз обращались в свою управляющую компанию. Сотрудники так и кормили обещаниями, что все будет исправлено. Но на днях, после того, как жители обратились в редакцию телевидения, управляющая компания быстро взялась за уборку мусора. Отметим, что согласно новому закону, управляющие компании в случае предоставления некачественных услуг должны платить штраф в пользу пострадавших жителей. Это будет стимулировать управляющие компании вовремя выполнять свои обязанности. Сарглана Федорова, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.